Сегодня общественность Якутии отмечает 85-летний юбилей Андрея Васильевича Кривошапкина, духовного лидера северных народов, крупного государственного, политического и общественного деятеля Якутии, народного писателя республики, автора стихов, поэм, рассказов, повестей, романов. Он – человек-легенда, посвятивший жизнь не только своему эвенскому народу, но и всем народам Севера и Арктики. Народный депутат Верховного Совета ЯССР 12-го созыва. Народный депутат Республики Саха-Якутия с 1 по 4 созывов Государственного собрания Ил-Тюмень. Заместитель председателя Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва. Эвенский писатель. Народный писатель Республики Саха-Якутия, почетный президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, кандидат социологических наук, академик Академии Северного форума, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кирилловича Аммосова, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, Эвено-Бутантайского национального, Кабяйского, Момского районов, Андрей Васильевич Кривошапкин с супругой Розалией Серафимовной. Васильевич, уважаемая Розалия Серафимовна, уважаемый президиум, родные Андрея Васильевича, земляки, коллеги и друзья, все те, кто собрался сегодня в зале. Я уверена, что в зале собрались те люди, которые знают Андрея Васильевича очень хорошо. Наверное, каждый из нас четко понимает, здесь находящимся в зале, о том, какую роль он сыграл в его судьбе. От имени правительства республики и от себя лично я хочу поздравить вас со знаменательным юбилейным событием. 85 лет. Андрей Васильевич, 85 лет вы только сами можете оценить, сколько вами сделано, сколько вложено. А ваши соратники и друзья могут лишь только подтвердить, что это соответствует пути истинного патриота своей малой родине. Поистине легендарный человек Андрей Васильевич Кривошапкин, щедро одаренный многочисленными талантами, по достоинству отмечен современниками. Он лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кирилловича Аммосова в области государственного строительства, литературной премии имени Эристина и главной награды Союза писателей Большой литературной премии России, лауреат первой степени Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Андрей Васильевич – почетный гражданин Республики Саха-Якутия, Эвено-Бутантайского национального, Кабяйского, Момского районов. В честь его имени назван алмаз, добытый на месторождении трубки «Удачная» 4 апреля 2022 года. Жизненный путь Андрея Васильевича – это готовый сюжет для большого романа о человеке, который искренне любит свою родную землю, о человеке упорного труда и о человеке, который верно служит Отечеству. 17 октября 1940 года в местечке, давшем название его роду, родился Андрей Васильевич, недалеко от села Себенкёль Кабяйского улуса, в ивенской семье оленеводов-колхозников. Детство будущего писателя прошло в стойбище оленеводов, ведущих традиционный образ жизни по правилам предков, с постоянным кочеванием по урочищам, речкам и горам в бескрайней тайге. Также он позже в одном из своих произведений написал: «Я рос среди оленей, играя, возился с оленятами, когда рядом со мной были моя мама и олени. Чувствовал себя защищенными от любых опасностей. Это был мой незабываемый мир». У каждого есть свой незабываемый мир детства. И так хорошо и красиво о детстве может писать только поистине народный писатель Республики Саха-Якутия. Олени в последующем становятся ключевым образом его творчества, где воспевается северный быт и глубокий духовный мир северных людей. Сама земля Кабяйского улуса благоволила писателю. Бескрайние просторы тундры, мудрость северян, ее населяющих, предания предков сделали этот край богатый на таланте. Сейчас в зале есть много людей, детство которых прошло в тех же условиях. И каждый понимает, что давала сила земли каждому здесь находящемуся, а соответственно и его семье. Семья
Андрея Васильевича тому подтверждение. Его старший брат Дмитрий Васильевич Кривошапкин, известный писатель и переводчик, благодаря которому великая Аланхон Нюргун Ботур стремительный впервые прозвучала на эвенском языке. Выросший в стойбище оленеводов, Андрей Васильевич смог получить блестящее столичное образование. Окончил с отличием Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена и сделал осознанный и принципиальный выбор. Вернулся в родные края, чтобы стать учителем. Учитель – это человек, который несет прежде всего правду, несет справедливость, несет знания. Этот талант рождается на стыке культур и вырастает благодаря упорному труду при поддержке мудрых учителей. Именно из этой любви к своему народу, из глубочайшего желания сохранить для потомков уникальный духовный мир, язык и мироощущения родился писатель с большой буквы. Член Союза писателей СССР с 1982 года, автор около 100 книг, большая часть которых художественные произведения. Он стал голосом не только своего народа, но и всех коренных народов Севера. Его первая книга «Апо», а последующие произведения, повести «Олени моего детства», романы «Берег судьбы», «Золотой олень», «Кочевье длиною в жизнь», «Снежные утесы» и другие создали целую художественную эпопею, настоящую энциклопедию жизни северян. Не менее пронзительна и поэзия Андрея Кривошапкина. Ее отличают выраженные гражданские мотивы и национальный колорит. Писатель философски осмысляет в стихах исторический путь народа, его связь с прошлым, устремленность в будущее. Творческая энергия не позволили писателю ограничиться только литературой. Его государственная и общественная деятельность была такой же яркой и плодотворной. Чутко ощущая те вызовы времени и угрозы, с которыми столкнутся в конце XX века коренные малочисленные народы, он вышел на передовую общественно-политической жизни. Актом огромного доверия земляков стало избрание его народным депутатом РСФСР в сложном 1990 году. Тогда и в сложной предвыборной гонке участвовало 14 кандидатов, включая известного героя Советского Союза Артура Николаевича Челенгарова. Но земляки отдали свои голоса за учителя и писателя из Якутии. Это был пока еще в политической сфере неизвестный человек Андрей Васильевич Кривошапкин. Но именно люди увидели в нем защитника своих интересов, и он оправдал это доверие сполна. На высоком посту председателя подкомитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока он прилагал все усилия для формирования законодательной базы, защищающей права и уникальный уклад жизни северян. Его работа в Верховном Совете, а затем в качестве народного депутата Республики Саха-Якутия и заместителя председателя Государственного собрания ЛТМН Республики Саха-Якутия, постоянного представителя Республики в Федеральном собрании – это история борьбы и созидания, направленная на то, чтобы голос Якутии и Арктики был услышан в коридорах федеральной власти. Как депутату РСФСР ему удалось стать свидетелем и драматических событий в истории нашей страны. Во время осады и штурма Белого дома в Москве в 1993 году он вместе с другими депутатами находился в самом эпицентре событий. До последнего оставался в осажденном здании. Он явил пример стойкости, сумел сохранить достоинство и оставаться верным своим принципам и своим избирателям. Андрей Васильевич пользуется и пользовался всегда большим уважением в Государственной Думе, в Совете Федерации, в Якутском парламенте. Он мастерски, именно мастерски, очень красиво, тонко, тихим голосом выстраивал отношения, и депутаты с пониманием относились к проблемам республики. Будь это завоз грузов на крайний север, многомиллиардные долги по заработной плате в 90-х годах или споры закона о драгметаллах и камнях. Он организовывал встречи с ключевыми министрами, ведомствами, судебными органами, лично контролировал исполнение принятых решений. Особого внимания заслуживает и законотворческая деятельность Андрея Васильевича Кривошапкина. По его инициативе были приняты важнейшие для народов Севера законы о северном оленеводстве, кочевых школах, статусе языков коренных народов. При этом он всегда поддерживал тесную связь с избирателями, лично решая их насущные проблемы.
Даже когда его рабочее место было в Москве, он оставался одним из самых результативных депутатов, народных депутатов Республики Саха-Якутия, постоянно держащим руку на пульсе жизни своего округа, решающим его насущные проблемы. Депутат Андрей Кривошапкин поднимал острые вопросы северян перед руководством страны и республики, всегда аргументированно и настойчиво добивался их решения. Его государственная деятельность всегда глубоко опиралась на научную базу. И будучи кандидатом социологических наук и академиком Академии Северного форума, он подходил к решению проблем системно и стратегически. Сегодня утром Климент Егорович Иванов отправил мне статью об Андрее Васильевиче Кривошапкине. Именно там я совершенно четко для себя поняла, что более системного политика, который бы отстаивал достаточно в сложные годы вопросы защиты коренных малочисленных народов Севера, кроме Андрея Васильевича, в тот период не было. И он на себя возложил очень огромную тяжесть тех проблем, которые были у всех народов Севера. И они касались не только Якутии. К его мнению прислушивались и федералы. Это было очень важно. Дорогой Андрей Васильевич, сегодня, глядя на пройденный вами путь, мы видим не просто череду событий и заслуг. Мы видим целостную картину жизни, которая посвящена высоким идеалам. Вы смогли сделать невероятное. Остаться сыном своего народа, сохранить верность традициям и языку и при этом стать человеком мира, чье слово узнаваемо и значимо далеко за пределами Якутии и России. Ваши книги переводятся на разные языки, открывая миллионам читателям красоту и мудрость северной цивилизации. Вам благодарны ваши земляки, представители коренных малочисленных народов, за ту работу, которую вы проводили в качестве парламентария. И от всего сердца, и от имени всех жителей республики, уважаемый Андрей Васильевич, я желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, душевного тепла и спокойствия. Пусть ваш дом всегда будет полон любви и заботы близких, друзей, учеников и соратников. Ваша жизнь – это яркий пример любви к родине, труда, стойкости и служения Отечеству. Мы гордимся, что мы живем с вами в одну эпоху, с юбилеем, с 85-летием. Спасибо. Уважаемый Андрей Васильевич, Розалия Серафимовна, уважаемый президиум, уважаемые участники торжественного собрания. Я от имени Государственного собрания Ил-Тумен нашей республики и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас, Андрей Васильевич, с 85-летним юбилеем. Андрей Васильевич – это человек-легенда, которого знает вся республика. Во всех уголках нашей республики его имя звучит с гордостью, потому что это настоящий народный представитель, настоящий депутат, настоящий патриот, который всегда отстаивал интересы своего эвенского народа и всех народов, проживающих на территории нашей республики. Он, сын потомственного оленевода, вырос до депутата Верховного Совета Российской Федерации. Он являлся депутатом 4 созывов Государственного собрания Ил-Тумен нашей республики и легендарного 12-го созыва Верховного Совета Республики Саха-Якутия, которая заложила фундаментальные основы и правовые основы для развития нашей республики. Его взгляды, его жизненный путь, его опыт и то, что он родом из села, из семьи оленеводов, то, что он знает не понаслышке все эти проблемы, стали источником того, что многие положения, касающиеся коренных малочисленных народов Севера, вошли в Конституцию Российской Федерации и в Конституцию Республики Саха-Якутия. Его взгляды во многом были учтены
при принятии базовых законов, касающихся Арктики и касающихся коренных малочисленных народов Севера. И это говорит о том, что один человек в поле может быть воином, и он может отстаивать интересы целого ряда коренных малочисленных народов Севера на всем пространстве Российской Федерации. Андрей Васильевич – личность очень многогранная. Он не только писатель, он не только депутат, он не только патриот, он не только в действительном смысле этого слова выдающийся оленевод, он является человеком, который ведет многие молодые поколения своим примером к тому, чем может заниматься молодой человек, чего может добиваться молодой человек и что может сделать молодой человек для своей родной республики. Уважаемый Андрей Васильевич, я желаю вам от имени всего депутатского корпуса 7-го созыва, всех созывов, сидящих здесь, в этом зале, ваших друзей, соратников, коллег, крепкого здоровья, чтобы вы еще были рядом с нами, чтобы ваши были мудрые советы, помогали нам, а ваша Розалия Серафимовна всегда была вам доброй поддержкой и опорой. Андрей Васильевич, будьте счастливы, чтобы семья Кривошапкиных только множилась, росла и крепла. А вам, Андрей Васильевич, желаю, чтобы мы в таком же составе примерно через 5 лет встретили 90-летний юбилей нашего выдающегося Андрея Васильевича Кривошапкина. За активную деятельность по защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока благодарственное письмо президента Российской Федерации вручается Кривошапкину Андрею Васильевичу, почетному президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Республики Саха-Якутия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную творческую и общественную деятельность наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов Кривошапкина Андрея Васильевича, почетного президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кирилловича Аммосова в области государственного строительства, глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Уважаемый Андрей Васильевич, уважаемый президиум, уважаемые приглашенные, от имени главы Республики Айсена Сергеевича Николаева, от себя лично, от администрации, искренне и сердечно поздравляю вас с юбилейной датой. Конечно, Андрей Васильевич, я достаточно плотно, так как являюсь достаточно молодым руководителем, не работал, но я побывал в рамках отчета правительства в 2000-х годах в местах, где родился Андрей Васильевич. Конечно, вот такие красивые места, которые у нас в Якутии имеются, конечно, рождают очень сильных людей. И вот я думаю и считаю, что именно природа Якутии, именно природа родного края воспитала, и, конечно, родители воспитали Андрея Васильевича таким, как мы его знаем. Талант как писателя, вообще честность, принципиальность при отстаивании всех вопросов – это, конечно, все черты, которые присущи нашему юбиляру. Я это заметил, когда достаточно последнее время, долгое время общался
по работе и развитию коренных малочисленных народов с нашими общественными организациями, с представителями федеральных учреждений, общественных организаций, которые занимаются данным вопросом. И все беспрекословно уважают мнение Андрея Васильевича. Конечно, этот авторитет, который Андрей Васильевич завоевал, он делал не просто, это он его уважает как истинного патриота своей нашей Якутии. В этом, конечно, нам, молодым руководителям, есть чему учиться у Андрея Васильевича. И Алексей Ильич, и Ольга Валерьевна об этом очень хорошо рассказали и в докладе, и в приветствии. Поэтому я хочу, чтобы молодежь, которая сидит у нас на последних рядах, очень внимательно слушала то, что говорят. Вы имеете уникальную возможность слушать исторические вехи развития нашей страны и нашей республики. И благодаря таким людям, как Андрей Васильевич, мы лучше понимаем решения, которые принимались в те несложные, очень сложные времена, непростые времена. Мы очень четко понимаем, с каким трудом это давалось. И я уверен, что Андрей Васильевич эти решения, которые принимал он сам вместе со своими коллегами, он принимал только исходя из любви к своей родине. Поэтому давайте, уважаемые друзья, коллеги, соратники, будем также сплачиваться вокруг наших лидеров, вокруг нашей республики, для того, чтобы она дальше развивалась. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности Розалии Серафимовне, которая является бессменным, самым ближайшим человеком нашего юбиляра. Нам, людям, которые работают на государство, конечно, это очень важно, чтобы везде была опора, чтобы было понимание, чтобы была забота. И, конечно, Розалия Серафимовна очень многое сделала, чтобы Андрей Васильевич полностью отдавался своей работе. Я желаю, чтобы род Кривошапкиных дальше развивался, чтобы он продолжался, чтобы ваши дети, внуки всегда вас радовали, чтобы все было у них хорошо и все, чтобы были здоровы. Спасибо. И разрешите вручить приветственный адрес и памятный подарок Андрею Васильевичу от имени Айсена Сергеевича Николаева. Уважаемые, дорогие товарищи, коллеги, сегодня действительно для нас, ветеранов Верховного Совета, Государственного собрания, со всех концов нашей необъятной Якутии и Российской Федерации мы действительно собрались поздравить видного, выдающегося политического государственного деятеля Якутии, Российской Федерации, нашего уважаемого, дорогого друга Андрея Васильевича юбилеем. Я очень рад, что как мы вместе работали, служили Отечеству, и оба как раз вступили в такое время. И есть у нас что говорить, что делать, и какие вопросы для нас очень был интересен. Андрей Васильевич, с кем мы познакомились в областном комитете партии. Первым секретарем Гаврил Иосифович работал. Он работал в отделе пропаганды и агитации, а я административном отделе областного комитета партии. И сразу мы поняли, что друг друга
сразу надо, часто стали встречаться. Он еще плюс не только работник обкома, а он еще шахматист, еще писатель, еще комсомольский деятель раньше. И как-то мы оба действительно получилось так, биография Смаховой. Ну, один-один, точно. Пионерия, комсомолия, партия, депутатство, патриотизм, принципиальность во всех вопросах, которые действительно решали те суровые годы, конец 80-го и целые 90-е годы. Это были времена, когда действительно политик и государственник должен показать себе, если он избран народом, если он ему доверяет руководить, если ему доверяет действительно принципиальные вопросы, которые в те времена ставили. И что мне вспоминается? Вспоминаются многочисленные встречи не только здесь у нас, но и в правительстве, особенно в Государственной Думе Российской Федерации, и всевозможных дискуссиях, совещаниях, как дальше идти, как Россия каким путем пойдет, как субъект относится к реальной политике руководства того времени Российской Федерации в целом. Спасибо, Андрей Васильевич, что вы нас поддерживали всегда. Первый, второй созыв, будучи народным депутатом не только республики, но и Российской Федерации. Поэтому я прошу наших молодых коллег к этому вопросу относиться очень-очень внимательно, не торопиться, выслушать все те или иные течения и в спокойной обстановке выработать очень хорошую программу, очень хорошее направление, принципы, по которым когда-то в 80-е, 90-е годы работали мы, народные депутаты всех уровней. В том числе, самый главный, впереди находился наши депутаты Российской Федерации. Андрей Васильевич, Зоя Афанасьевна и другие, которые до конца отстаивали интересы субъектов Российской Федерации. Будьте здоровы дальше. Розалия Серафимовна я давно не видел, но сегодня вы с нами, и мы думаем, в ваших твердых, нежных руках судьба Андрея Васильевича еще дальше будет, как политика, как государственника еще расцветать, и он будет вспоминать те моменты, когда мы решали те или иные проблемы, не боясь ни от кого, только перед мы были подотчетными своим избирателям. Спасибо. Сказано очень много хороших, правильных слов. И на самом деле это сейчас мы сидим, чествуем Андрея Васильевича, поскольку он уже давным-давно снискал уважение, признательность не только у руководства, не только там где-то в органах власти. Он снискал уважение у простых людей. И мне очень приятно видеть здесь в зале представителей всех наших коренных малочисленных народов. Очень приятно видеть представителей наших северян разных поколений. И в первую очередь, конечно, очень признателен нашей молодежи, что они пришли, поскольку это на самом деле знаковая личность вообще для наших северян. И я убежден, что на его примере, беря с него пример, с его поступков, с его деятельности, вы можете в последующем стать не менее известными людьми. Это на самом деле очень непростой путь. Многие вот здесь сидящие люди старшего поколения подтвердят. Те люди, которые вместе с ним писали в 90-е годы законы о наших северянах, закон об общинах, вот Мария Петровна сидит, я вижу, закон о правовом статусе коренных малочисленных народов Севера, закон об оленеводстве и многие другие законы, которые в первую очередь необходимо было принимать после того, как развалился Советский Союз, и мы приступили к созданию нового законодательства в новом государстве, и при этом это не был путь, усеянный розами. Вы услышали здесь о том, что ему пришлось проявить на самом деле
беспримерную ответственность за судьбы своих северян, за судьбы Республики Саха-Якутия в октябре 1993 года. Конечно, я молодым порекомендовал бы почитать его повесть «Расправа». Это очень глубокая книга, которая рассказывает о тех непростых днях. И на самом деле многие, к сожалению, Андрей Васильевич, многие наши старейшины не смогли сегодня подойти, лично поздравить. Но сегодня с утра меня очень звонками: будь добр, пожалуйста, передай от нас самые лучшие поздравления, самые наилучшие пожелания, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Я от имени старейшин Иван Михайлович звонил, Татьяна Васильевна звонила, Елена Поликарповна не смогла подойти. Поэтому от всех наших старейшин, от всех тех, кто не смог сегодня подойти, я еще раз горячо, сердечно поздравляю вас, Андрей Васильевич, Розалия Серафимовна. Желаю крепкого здоровья. Очень хорошо, что видеть вас в добром здравии, поскольку пока вы есть, вы для нас как защитная стена, наш духовный лидер, наставник, учитель. Поздравляю вас. Есть люди, политики и государственные мужи, которые не нуждаются в представлении. Достаточно назвать фамилию Андрей Кривошапкин. И в нашей Якутии, в Российской Федерации, и даже за пределами нашего государства это имя будет знакомо очень многим. Мы, коммунисты, гордимся тем, что в наших рядах находятся такие убежденные, мужественные, талантливые, непримиримые борцы за дело социализма, справедливости и народовластия, как Андрей Васильевич Кривошапкин. Он находится 60 лет в партии. Это очень большой срок. И, конечно, только за это можно поблагодарить Андрея Васильевича за его, как говорится, верность нашей партии. И никогда он не сомневался, не колебался в правильности выбора своего идейного выбора. Всегда проявлял мужество и стойкость. Что его голос как политика, ученого и публициста и раньше звучал, и сейчас звучит, постоянно побуждая власти конкретным действиям по решению проблем выживания и развития коренных малочисленных народов Севера. Он певец Севера, он защитник народов Севера, он организатор и руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. И мы хотим поздравить со славным юбилеем нашего дорогого товарища и друга Андрея Васильевича Кривошапкина, пожелать ему счастья, здоровья, благополучия, новых творческих успехов. И хотелось, вручить почетную грамоту ЦК КПРФ за подписью Геннадия Андреевича Зюганова нашему юбиляру и наш скромный подарок. Разрешите мне выполнить приятное поручение правления Союза писателей России и вручить Андрею Васильевичу Кривошапкину почетную грамоту Союза писателей России за большой вклад в развитие многонациональной литературы России. Ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Федорович Иванов. Разрешите мне вручить эту грамоту. В 1969 году у него вышла детская книга «Опо». И вообще я думаю, что Андрей Васильевич начинал свою творческую карьеру именно с детской литературы. И то, что он понимал психологию ребенка, северного ребенка, он думал о воспитании его души, наложил отпечаток на все его произведения. И от этой маленькой книжки для детей до того романа, первого романа, написанного на эвенском языке о судьбе своего народа, прошло достаточно много времени. Он автор
около 70 книг, даже больше, наверное, на сегодня. Он автор многочисленных пособий и учебников для изучения венского языка. Такой разносторонний талант проявляется не у каждого. И кроме того, Андрей Васильевич, как мы сегодня много раз слышали и знаем, он политик с большой буквы. Его за это уважали очень наши народные писатели. В нашей писательской среде авторитет Андрея Васильевича непоколебим. Его читают, уважают, любят, следят за его творчеством не только писатели коренных малочисленных народов Севера, но все мы в нашей писательской среде мы творим на 5 языках в республике: и на русском, на якутском, на эвенском, эвенкийском и юкагирском. И все, кто работает в литературе, они видят его лидерские качества. Я знаю, что много лет, работая депутатом, работая в Вильтюмени, он помогал издательскому делу. Это тоже исходило от понимания роли писателя, поскольку писателя без книги не бывает. И наше национальное книжное издательство всегда с трепетом вспоминает помощь Андрея Васильевича Кривошапкина в издании не только книг северных авторов, а в целом, чтобы национальная литература поднималась, он сделал очень много. А сейчас я бы свое выступление хотела завершить его же стихотворением. «Бывают люди, как глыбы, бесстрашные в гордом рвении, вперед идущие смело, в самом тяжелом сражении. Весь мир беспокойного сердца ты юным отдай человечно, и вырастут люди, глыбы, тебя будут помнить вечно». Мне кажется, последние строки – это про Андрея Васильевича. Спасибо. Андрей Васильевич действительно является легендарным человеком не только для жителей Кобяйского района, не только для жителей своего маленького села Сибянкёль, но и всех представителей коренных малочисленных народов Севера. Андрей Васильевич начинал свой трудовой путь учителем и директором Сибянкёльской средней школы. И благодаря его плотной деятельности, благодаря его усердию, сегодня наша Сибянкёльская национальная эвенская средняя школа является центром изучения и сохранения эвенского языка Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Сегодня было очень много сказано про ваш вклад в государственное строительство и парламентаризм, поэтому вот я хочу остановиться именно на вашей творческой деятельности, потому что ваш вклад в развитие и сохранение языка, он останется с нами навсегда. Спасибо. Ай, Кичинач, Тюмкари Андрей Васильевич, Розалия Сергеевна, би арабинангу адукун тангукан ингенгидатор гонмерен душакчаркунун гарбуктан болданга төрен институтан нян ламынха абахалне гарбуктан хуну дусмарган дукуй аскарам. Уважаемый Андрей Васильевич, уважаемый президиум, почетные гости, я, когда готовился к сегодняшнему выступлению, был уверен, что его нужно начать именно с нашего родного эвенского языка. Сегодняшний наш юбиляр, духовный лидер коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, празднует свое 85-летие. И мы, молодежь коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, хотим в этот знаменательный день пожелать вам от всего нашего северного сердца крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих успехов. Пусть ваш опыт и ваша мудрость будут для нас всегда, как говорится, полярной путеводной звездой. Сердечно по-северному благодарим вас за все, что вы сделали и продолжаете делать в
во благо коренных малочисленных народов Севера. Также хотелось бы сегодня от имени якутского филиала Института родных языков народов Российской Федерации поздравить вас со знаменательной датой. Мы гордимся тем, что путь в науку Андрей Васильевич начал младшим научным сотрудником в якутском филиале научно-исследовательского института национальных школ Министерства просвещения РСФСР. Уважаемый Андрей Васильевич, в этот торжественный день примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемых духовных сил на долгие годы, благополучия, оптимизма и вдохновения. Балданга Торен институтын горбатокотун дус марган дукой ханинти чарадин хо ай инангич аскараб абгар неселкан билде. Слово предоставляется нашему юбиляру, уважаемому Андрею Васильевичу Кривошапкину. Дорогие друзья, я безмерно рад и бесконечно благодарен вам за то, что пришли на вечер, посвященный моему юбилею. Сегодня мне исполнилось 85 лет со дня рождения. Много, да, много. Сердечное спасибо вам всем за то, что от души разделяете со мной мой юбилей. Все это в духе нашего времени. Сегодня я не стану рассказывать вам о своей биографии, поскольку вам хорошо известна вся моя жизнь. Я благодарен всем руководителям Республики Саха-Якутия, и Михаилу Николаеву, и Вячеславу Старову, и Егору Борисову за совместную работу за настоящее и будущее нашей родной Республики Саха-Якутия. Особо благодарен главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Жизнь продолжается, и мы все вместе солидарно идем по пути, дорогам жизни. От души желаю всем вам, дорогие друзья, добра и счастья, вам и вашим семьям. Эти слова целиком и полностью относятся к всем, кто сегодня находится в этом прекрасном зале. Уверен, что народы Якутии и наши северяне рука об руку будут уверенно строить свое будущее созидательным трудом при поддержке президента России Владимира Путина и правительства Михаила Мишустина. Мы все вместе идем дальше вперед во имя настоящего и будущего нашей родной республики Саха-Якутия. Будем дальше дружно жить, активно поддерживать друг друга, пожелать друг другу счастья, добра. И на этом плане у республики огромнейший опыт. Давайте, друзья, вместе пойдем вперед, вперед, вперед и вперед. Спасибо. Илуму, балдадаңы бәйбаву, илуму, иседеңен әркаву, илуму, өтіріп дялбудюта, чурпаня, габаня, тымалякче. Немаклил, амнанил, джапкалита, нүпчананда, нүлянде, әлтіңәлген, егатанду гуданач, әлбуттин. Hey, gele, hurkal, mandolы. Сноровку, ловкость, силу, красоту здесь высказать стремились удальцы. В прыжках, борьбе на кушаках, бросание маутов в длину и в цель друг с другом состязались. И олень был победителю наградой дал. Тар, идолды, дальмечевке!
Kur'an. Even benden ne çıkışanni. Bihanindu. Göttüne oran. İbdiri muhalkan törüden. Kingerin. Yanhunta hangisni. Bilmeyen bu. Döten çentulniktan. Nöstüges. Honasni hunucan. Erbeyden. Hatnikan. Dulnikan. Mutbinit. Kulunni. Turutten. А многие тебя не замечали. Моя Топпо, таежная река. Они смотрели вдали и вздыхали, манили их другие берега. Но для меня ты стала откровением. Неважно, знал я прежде или не знал, в тебя влюбился в первое мгновение, как будто я всю жизнь тебя искал. Чиста, свежа, прекрасна, словно роза, ты всех других прозрачней и нежней. Моя Топпо, моя судьба и грезы, частицы милой родины моей. Как прекрасно лето пробуждения по весенним солнечным лучом, словно в сказке каждое мгновение светится тепло и горячо. Птичий щебет опьяняет душу, каждый на особый лад поет. Так бы целый век стоял и слушал, как их хор мелодию ведет. Дарят годы щедрые кукушки, в небе кули крыльями свистит. И выходит дух с земли капушки, чтобы счастье людям принести. Тохмуанни. Мутхинюн эматту. Хожаич. Абгараж. Нөсеш биддеп. Индендеп. Тачинда мутуайчили. Хоралбур. Албур. Айчкөтли. Gönüken Hindu, erefimsu, mduvu, nepeske, mod huling albu, jalti, eniken büten gere, eniken hilgaga biten rilre. Hada vurda, eta vurda onma. Baldaça bugu ocagalera, gönüken herkeren. Hurriya!
Льется, льется песня Хеджа над рекою и над лесом. Край родимый затаился, чуду этому внимая. Танец Хеджа, словно волны, плавно катится по кругу. Все болезни изгоняет, бодрость силой возвратив. Крепко локти сжав друг другу, в хоровод вступили старцы. Вмиг они помолодели, разом легкость обрели. Нет, недаром наши предки нам оставили в наследство этот дивный танец Хеджа, танец тела и души. Hey,